Дорогие друзья, добрый день всем! Мы продолжаем наш цикл интервью с выдающимися композиторами, музыку которых мы исполняем. Вот в скором времени состоится очередная премьера. У нас сегодня в гостях выдающийся башкирский, российский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, дирижер, педагог Азамат Данилович Хасаншин. Очень приятно, Азамат Данилович. Вот. Я к интервью никогда не готовлюсь, особенно с композиторами, потому что круг вопросов, которые хочется задать, он совершенно необъятный, и уж как получается, так получается, как говорится. Просто спрашиваю то, что мне и, как мне кажется, нашей публике будет интересно. Вот я бы хотел сначала такой нестандартный вопрос вам задать. Вы знаете, иногда говорят, я такое слышал и в Башкортостане, и в Татарстане, и в России, вот говорят, про какого-то композитора не будем говорить. Вот он же вырос в Москве, выучился в Москве, хотя он, например, из Казани. Да как можно сказать, что он татарский композитор, говорят? Он же, получается, московский. Вот как вы считаете, насколько я знаю, вы закончили Московскую консерваторию. Вот расскажите, пожалуйста, где вы учились до Московской консерватории и как, вот, на ваш взгляд, можно характеризовать? Вот вы башкирский композитор, российский, вот какой композитор? Как это все укладывается? Большое спасибо за теплые слова, спасибо за высокую оценку моей музыки. Я тронут. И, конечно, действительно, те вопросы, которые вы затронули, да, затронули, да. Как-то все это немножко тавтологично, очень важны. Эти вопросы вот мы задаем каждый день. Я себе каждый день его задаю, потому что, с одной стороны, я понимаю, что я продолжаю дело своего отца, но, с другой стороны, я понимаю также, или надеюсь, что открытие каких-то новых путей движения башкирской музыки, это происходит здесь и сейчас, и очень важно делать это сейчас, максимально много делать, не откладывать на будущее, да, потому что время самообновляется, время требует, чтобы его познали, осмыслили, описали, воплотили в какой-то нотный материал, зафиксировали. Вот это зафиксированное, запечатленное время, эта мысль Марселя Пруста, да, вот очень важна, мне кажется, для нашего времени, для последних 100 лет, для времени модерна, постмодерна. Запечатленное время, удержанное время, сохраненное время, с одной стороны, с другой стороны, вот это в поисках утраченного времени, да, в поисках утраченной идентичности. Да. Башкирская культура, как, в общем, и культура любой нации бывшего Советского Союза, в первую очередь несет в себе очень глубокую трагическую память. Да? Вообще, с моей точки зрения, основная сверхидея башкирской культуры – это травматический опыт истории. Травматический опыт истории, который связан с очень нелегкой трагической судьбой народа, который веками постоянно старался сберечь, сохранить свое уникальное местоположение. Вот Южный Урал, великолепное, невероятное вот это место, да, с невероятной красотой гор, богатством огромным полезных ископаемых, плодородной землей, огромным количеством птиц, зверей и нетронутой вот этой девственной природы, на которую постоянно покушались, да, на которую постоянно пытались уничтожить или превратить в какой-то ресурс для добычи полезных ископаемых. Это происходило и 200, и 300 лет назад, это происходит и сейчас. И сейчас люди стараются сохранить места своего традиционного обитания, где они могут спокойно выходить в лес, в горы, где можно спокойно выпускать детей, не бояться. Да? И вот эти проблемы традиционных народов, коренных народов Земли, которые пытаются сохранить свои традиционные места, где жили их предки, прапредки, праотцы, это происходит ведь очень может в сотнях мест Земли, в сотнях. Вот. Наступает вот эта глобальная цивилизация, которая не видит красоты природы, не видит уникальности жизни этнической, да, она превращает все это, так сказать, в извлекаемый добычу, вот даже есть слово, и добыча. Унифицирует в какой-то степени. Конечно, да. Тоже. Добычу извлекаемого ресурса. Конечно, есть стратегии какие-то, которые позволяют немножко так минимизировать вред от этого. Есть гранты, есть программы по сохранению языков малых народов, по сохранению ремесел и так далее. Но ведь на самом деле это все, конечно, очень шатко, очень Капля шатко. В море. Да, это шатко по сравнению с тем колоссальным давлением, я бы даже сказал, ударом, который испытывают малые народы Земли. То есть из 5000 языков, которые существуют на Земле, каждые
7 дней исчезает один язык. 7 дней. Такая Да, статистика да, это есть, да? статистика, да. И, ну, языков и диалектов, да, 7 дней исчезает. То есть исчезает целый мир, да, который уже не будет назван каким-то комплексом уникальных фонем, как исчезает оригинальный синтаксис, лексика. То есть мир становится беднее, на самом деле. Каждым днем мир, с каждой недели мир становится беднее на один малый язык. Вроде бы у нас такое колоссальное количество цивилизаций дает возможности. Телевидение, радио, интернет, ну все возможности. Пожалуйста, можно включить фильм, там, посмотреть, не знаю, про жизнь древности, любую страну, все, любые там тысячи, миллионы экспертов могут вам любую лекцию можно прочитать, да? Но естественности, как бы, да, естественность исчезает. И вот этот вопрос идентичности, да, вот башкирская музыка, она часть российской музыки, безусловно, да. Российская многонациональная музыкальная культура, она часть мировой культуры, ну, безусловно, да. То есть она не может быть ни отменена, ни заменена, ни каким-то образом не ликвидирована. То есть все равно это, несмотря ни на какие события, не относящиеся к искусству, да, мы в рамках искусства только говорим, искусство, культура, цивилизация, несмотря ни на что, она не может быть каким-то образом, не знаю, люстрирована, она не может быть репрессирована. То есть она существует абсолютно свободно. И история башкирской музыки, она проходила разные этапы. Да, разные этапы. Это вот этап, допустим, там 20-х годов, это когда еще была она единая, да, башкирско-татарская единая культура, она не разделялась, потому что вся вот классика башкирской культуры, она же классика и татарской культуры. 20-х годов, 20 века, да, 20-е, 30-е годы. поздно берете, а если чуть-чуть раньше? Если чуть-чуть раньше, то фактически ведь ну вот такой исламский, российский исламский мир, татарско-башкирский, кавказский, среднеазиатский, он ведь существовал очень закрыто. Очень закрыто. Он практически не имел доступа к европейской музыке. Это все отвергалось, это считалось как бы греховным. Даже есть такая книжка, причем, к сожалению, вот в Уфе ее не изучают. Я впервые на нее наткнулся в Казани. Она вышла в Уфе. Традиции Ирана, нет? Нет. Эта книжка говорит о том, дозволено ли вообще, является ли греховным слушать европейскую музыку. Я просто вот интересуюсь этим тоже. Я в книжке «Традиции Ирана», они так широко смотрят, не только туда, конечно, не только в Иран, они тоже об этом говорят, даже с точки зрения Корана там интересно. И что вот в этой брошюре И в этой брошюре вот начала 20 века говорится, что нет, ничего в этом греховного нет, потому что западная серьезная музыка, она не распаляет чувства, не приводит к греху, а заставляет как бы серьезно думать, задумываться о жизни, и вообще хватит уже как бы жить вдали от русской культуры, от европейской культуры. То есть это новое направление, которое появляется в начале 20 века, когда уже замкнутость традиционной вот этой вот башкирско-татарской культуры, она начинает пониматься как огромное, ну, вот это ярмо на шее народа. Оно не дает развиваться. Да, я понял. Я вот в связи с этим просто маленькая ремарка, чтобы я сам понимал. Вы сказали, что при этом башкирская музыка часть российской культуры. Она часть российской культуры только потому, что Башкортостан стал частью России, и композиторы стали учиться в Москве и в Санкт-Петербурге? Нет, она изначально. Она изначально является частью российской культуры. Изначально. Это примерно откуда брать, как это слово понять изначально, вот скажем, из глубины каких веков, из глубины какого времени? Ну, я думаю, наверное, вот где-то, ну, скажем так, музыкальная культура русского народа и казачества становится частью как бы башкирского фольклора, ну, примерно, наверное, с середины 18 века. Начало 19 века особенно активно. То есть интонации русских песен, плясовых, они попадают, они башкиризируются, они исполняются на башкирских народных инструментах. Естественно, как это часть культурного влияния. С другой стороны, большое количество культурного влияния башкирско-татарского происходит на население Южного Урала и Урала вообще в целом, Поволжья. Это, естественно, взаимообогащающий процесс. Вот, вы задали сразу такой вопрос, в котором много всего, в котором много всего. Вот, и история башкирской культуры, как я вот уже сказал, башкирской музыки, она действительно очень трагична, потому что первое поколение композиторов, это Гаис Аль-Мухаметов, Султан Габеши, ведь оно стало жертвой. Это какие годы примерно? Это 1922-21 год, это начало, то есть ровно 100 лет. Это профессиональные композиторы, которые писали для чего? Для голоса, для оркестра, для инструмента? Да, это уже профессиональный, Гаис Аль-Мухаметов профессиональный певец,
выдающийся певец, который был очень популярен вообще в этой вот огромной ойкумене, такой, он работал в Азербайджане, вот, и выступал сам в мугамных операх, Узера Гаджибекова. И с народными инструментами. Да, опера с народными инструментами, с речитативами под аккомпанемент импровизационных инструментов и массовыми сценами песен пляски. То есть это такая связь между от народной культуре к европейской опере, что-то посередине такое, да? Да, Баку был городом очень многонациональным, невероятно, достаточно богатым. Там были нефтяные и промыслы. И, в общем, он там гастролировал, зарабатывал деньги, и он вот прикоснулся к такой традиции именно мугамной оперы. Я считаю, вот это, наверное, критически важный первый толчок, благодаря чему ему возникла идея о том, чтобы создать национальную башкирскую оперу. Вот. В 21 году был сильнейший голод здесь в Башкирии, просто невероятный, это большевики сделали. Вот. Огромное количество людей погибло, и, спасаясь от голода, очень многие представители национальной интеллигенции бежали в Среднюю Азию, вот, в Бухару, Самарканд. И изучали там местные тоже традиции, тоже профессиональной музыки. Там он встретился с Султаном Гебеши, замечательным композитором, который был более профессионален, который жил еще в Уфе до революции, и он играл на фортепиано, начинал обрабатывать народные мелодии башкирские, даже он какие-то ансамблики писал. Вот, талантливый человек, он был в Уфе очень известным. Вот, в принципе, вот эти два человека, они, собравшись, пришли к идее о том, что нужно создать национальную музыку как национальную оперу. А Гебеши, он кто по национальности это был? Вообще он считался... Нет, Габеши, это Уфа-Казань. Это местный, да. Гайс Аль-Мухамметов выходец тоже из Башкирии. Понятно. Вот, как я говорю, там, в общем-то, большой разницы не было между татарской, башкирской и казахской культурой. Они были взаимопроникали, потому что написание это было арабской вязью, все это писалось, а как бы уже в зависимости от с национальным прочтением, они уже вот весь этот... Примитивно спросить, даже не как музыкант, а вот такое в народе мнение есть, что вот татарская музыка сегодня, это, конечно, в основном о народной музыке, наверное, говорят, и об эстрадной, может быть, которая из народной что-то взяла, что татарская музыка более легкая и мелодичная, а башкирская музыка более суровая и так сказать... как поэма «Салават» такая. Это вообще правомерное суждение или это, в общем-то, такая любительская отсебятина скорее? Наверное, второе. Скажем так, татарская и башкирская музыка, фольклор, они очень сильно отличаются. Да. Вот в чем? Скажем так, что у татарской музыки фактически не осталось эпоса. Не осталось эпических жанров, таких вот, например, как кубаир, то есть песня восхваления. В татарской музыке их нет. Татарская музыка вообще была намного порядков более исламизирована, намного порядков, чем башкирская или казахская. Вот. И поэтому очень многие древние архаические жанры, они там исчезли, полностью растворились. Они исламизировались и исчезли. Да? А когда это произошло? Просто вы же говорите, что еще в начале 20 века толком не было разделения. В профессиональной музыке, да. И в литературе. Да, и в литературе. То есть в народной это всегда существовало? Народной это было, наверное, еще, уже, наверное, лет... достаточно давно, потому что на территории Поволжья была очень жесткая исламизация, которой не было ни в Башкирии, ни в Казахстане. Никогда. Еще в 14 веке, 14-15 веке. Здесь такой жесткий не было, и здесь сохранился большой пласт архаичных, в принципе, доисламских языческих жанров. Он сохранился. А в Казани именно как меньше сохранилось? Конечно, так их просто не осталось. Там же фактически это все было гораздо... И поэтому фольклор как бы различается внешне. Фольклор очень сильно различается. Он очень сильно различается, потому что я говорю, что в татарском фольклоре не сохранилось жанров, в первую очередь, эпических и каких-то календарных, которые связаны еще с доисламским прошлым. Вот. Очень важным этапом для башкирской музыки был приезд московских композиторов. Это когда? Это конец 30-х, полностью 40-е годы. Очень важный этап, когда сюда приехали не просто композиторы средней руки, но действительно настоящие мастера. Во-первых, это Александр Чугаев, мастер, выдающийся автор полифонического анализа. Да, автор вот этой книги «Анализ 24 два тома баховского ХТК». А он, Тикотский. Куда они приехали? Они приехали сюда, потому что
что открылся Башкирский театр оперы и балета, нужно было создавать репертуар. И они в театре стали Они работать. работали в театре с Еще местными... института не было, Нет, да? нет. Да. Это институт открылся в 1968 году. Мгм. Вот этот вот важный этап, который был также, кстати, и в Средней Азии, Мгм. и в Южной Сибири, Ну да. и даже был на Кавказе, но в Кавказе меньше. Когда приехавший из столиц московский автор работает с местными, приехавший композитор, профессионал, работает с местными авторами, мелодистами. Вот. То есть и местные авторы давали фольклор, они ездили вместе часто в фольклорные экспедиции, а московский автор просто заключает договора на создание новых сочинений. И достаточно много было создано и балетов. И они и опер. консультировали, как это... Да. То Играли... есть, как это технически могло происходить? Я приношу какую-то мелодию, которую я с примитивным аккомпанементом написал, и вы, как композитор, мне объясняете, вот это нужно так оркестровать, вот это так, вот это так. Не совсем так. Местные авторы, мелодисты, они просто чаще всего просто играли на кура или пели народные мелодии, вот которые потом уже расшифровывались, гармонизировались. И композитор помогал. Да, это делалось как такое соавторство. Это была вообще универсальная практика. Вот, как я сказал, это было и в Туве, и в Бурятии, и в Средней Азии, везде, и в Казахстане и так далее. Такие композиторы, как Ферре, Брусиловский, просто работали тот же самый... Не, ну это как раз понятно, это и русские композиторы в свое время, кто в Италии, кто где постигал. Это такой понятно. Этап совершенно необходимый. Да, вот. И очень сильно повлиял на башкирскую музыку 1948 год. Это постановление 1948 года, когда, как известно, в столицах были объявлены чуть ли не несущими идеологию нацизма там, наши выдающиеся мастера Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Мисковский. Причем, к сожалению, что это делалось не чужими людьми. Например, там особенно, к сожалению, лютовали там Асафьев, Гальденвейзер, обвиняли просто абсолютно несправедливо выдающихся мастеров. И дело в том, что ведь это же не просто было постановление и такой разбор-разгон. Ну вот есть книга Власовой, знаменитая, 1948 год в советской музыке, да. Но вот эта книга вышла и так далее. Но ведь дело в том, что это постановление пошло во все остальные, во все остальные 14 республик союзных и 20 автономий. И там вот почти в 40 местах нужно было это собрать собрание композиторов. Нужно было проголосовать, нужно было подписаться под протоколом о том, что враги, чуть ли не враги народа Шостаковича, Прокофьев осуждены, и что, значит, верной дорогой башкирская, бурятская музыка, там, тувинская, верной дорогой идет, значит, отрицая вот этот формализм, да, то есть это просто такие вот процедуры коллективные. Ну, это с точки зрения процедуры ужасной совести, естественно, но на самой музыке, наверное, это не могло отразиться, ведь потому что здесь же не писали какую-то, условно говоря, модернистскую музыку, она же была слишком... Ее еще не было, не было. Дело в том, что вот этот вот 48-й год, это очень благодатная тема для национальной музыки, я думаю, что это будет, естественно, изучаться, и это изучается где-то, то есть для всех абсолютно национальных культур СССР бывшего, и Прибалтики в том числе, и он стал действительно вот таким вот ударом по голове, после которого произошел, в общем-то, совершенно закономерный период вот этой стагнации. То есть 50-е, 60-е, 70-е годы, вот эти 30 лет, это время стагнации, когда, ну, в принципе, Советский Союз закрылся от второго авангарда. Ну, что такое 48-й год, да? В 48-м году уже, извините, вовсю уже Штахаузен работал. Да, это конечно. Уже Стравинский перешел к 12-тонности, уже умер Веберн. Вот. А практики, которые восхвалялись, да, вот эти 30 лет, это, извините, все-таки практики поздних сочинений Глинки. Да. То есть практики технологические композиторского письма середины, там, не знаю, конца 1840-х годов, да, они были объявлены правильными. То есть произошло 100-летнее отставание. Причем не просто, как бы, это было идеологически востребовано. Ну вот это, кстати, да, интересный вопрос, но раз мы так подробно говорим, мы можем постепенно, внутри я задам вопрос. С точки зрения профессиональной музыки я абсолютно понимаю, что вы говорите. А как быть с тем, что, с одной стороны, это откат на 100 лет назад, но ведь, скажем, в башкирской музыке не было таких сочинений, как русские композиторы писали, могучие кучки, ярких сочинений на основе фольклора, как Римский-Корсаков писал, ну или, скажем, как Шахерезада. То есть эти же сочинения кто-то должен был все равно написать на национальной музыке. Правильно. Так они возникли потом.
Потом они возник. возникли, начиная с середины 70-х годов. То есть и этот этап был тоже закономерным. Ну да, то есть он для башкирской этой культуры был тоже важным, как Да, получается, он был, то естественно. есть это был момент стагнации, момент закрытости, когда еще не было симфонического оркестра, но более-менее началось издание башкирской фортепианной музыки, там, музыки камерной, романсов, оперы появлялись, симфонии Рауфа Муртазина. Вот. Шло такое экстенсивное развитие. Качественного скачка не было. То есть шло расширение максимально. Но, к сожалению, отсутствие симфонического оркестра невероятно, конечно, сковывало, потому что в Татарстане он уже был. Вот. Я очень хорошо помню эти годы, еще с конца 70-х годов. Сюда приезжал раз, два, в 3 года обычно Ульяновский оркестр, который так наспех чуть-чуть учил сочинения композиторов, которые приносили. Ну, очень. Это все фактически игралось с одной репетиции. Они делали как бы коммерческий концерт, играли классику, на которой собирались, ну, потому что это была филармония, нужно было что-то зарабатывать. И так башкирские композиторы уже сыграли так наспех. Очень многие даже авторы просто снимали сочинения. Нет, я понимаю, это как раз понятно. Это было очень, да, это Никакому было оркестру, даже да, чикагскому. сходу. Так, ну вот, чтобы сейчас примерно довести эту тему до конца, вот мы к 70-м годам подошли, и в какой момент снова началось какое-то развитие композиторской школы? Вот сейчас уже в 20 веке получается, скорее. Да, с моей точки зрения, вообще вот эти вот... То есть вот, я извиняюсь, что перебиваю, получается все-таки уже в профессиональной музыке, получается, с 20-х годов 20 века башкирская, татарская уже шли порознь, да? Они, в принципе, по большому счету разделились где-то после войны. После войны. И уже с того периода можно считать, что вот башкирский, татарский композитор отдельно. Да. Уже отдельно. Башкирская после 48 года. Потому что, с одной стороны, было как бы закреплено, что вот существует башкирская музыка, и произошел тоже такой довольно любопытный момент по архивам. По архивам видно, в 48 год еще стал для башкирской музыки и для также Средней Азии и так далее. Это можно и пойти в любой архив, хоть в Казахстане, ситуация будет одна и та же. Местные авторы, в соответствии, нужно же было найти врагов. Вот в чем ужас по сравнению с 48 года. Нужно было назначить кого-то нужно было назначить врагами. Виноват, да. И очень многие русские авторы, которые, в общем, совершенно ничего плохого не делали, их объявили здесь, что они вредят башкирской музыке, московские композиторы, что они там не изучают башкирский язык, не ездят в фольклорные экспедиции, пишут не башкирскую музыку, неправильно гармонизуют и так далее. Но это закончилось тем, что они уехали. Вот. И во многом несправедливо они были обвинены, даже не во многом, а полностью. Вот. И после этого произошла такая стагнация, замыкание всех национальных культур. В русской музыке это замыкание было сломано творчеством композиторов, которые с огромным трудом пробивались в 60-е годы. Это Свиридов, Эдисон Денисов, Гаврилин, вот вся вот эта новая фольклорная волна. Вот. Естественно, в башкирской музыке эта новая фольклорная волна тоже возникла. Но на более упрощенном варианте. В середине 70-х годов. Когда в Уфу вернулись композиторы, учившиеся в Москве или в Казани. Это кто? Это Лейла Исмагилова, Данил Хасаншин, Мурат Ахметов, Роберт Газизов. Ага. Вот, кстати, часть вопроса, который я задал в начале. Вот Мурат Ахметов, Роберт Газизов – это башкирские композиторы? Их можно считать башкирскими, конечно, да. Несмотря на то, что они учились в Москве? Мурат Ахметов… Для меня этого вопроса не существовало. Я просто несколько раз слышал такое. И здесь, и в Татарстане, я повторюсь без персонали, что да какой он башкирский? Он там выучился в Москве, вырос в Москве. Нет, это я понимаю, но это неверная точка зрения. Роберт Газизов учился в Казанской консерватории, он, конечно, перевелся сюда. Но по сути своей, все дело в том, что вот эти 4 композитора, я бы сказал, нужно ставить даже акцент не на том, где они учились. Да. Самое важное то, что они, уехав, смогли посмотреть на ситуацию башкирской музыки со стороны.
Вот с моей точки зрения, это вот самое главное. То есть они взглянули на нее издали, с дистанцию. Они смогли, так сказать, вот эту дистанцию назначить, найти эту дистанцию и уже дистанцироваться не внутри в этом котле вариться, а самому понять, что верно, что неверно. Потому что, находясь здесь внутри, вот благодаря этим 4 авторам, я считаю, произошло, вот на музыкант Евгения Скурко называет это новофольклорной волной. Ну, о терминах можно спросить. Неофольклоризм, новофольклорная волна. Самое главное, значит, с нашей вот точки композиторской зрения, почему это важно. Если до этого башкирскую музыку расценивали как в основном агитационное искусство, к сожалению. Она от этого страдала. Это что значит простым языком? Либо гимн написать, либо марш ассоциации, чтобы была где-то на правительственном мероприятии сыграть, да? И то, что огромные деньги вкладывались не в профессиональное искусство, а именно, вот так сказать, в полуэстрадный вот этот фольклор, и танцы, и песни, и пляски, и живопись такая. Она вся служила для чего? Что такое башкирское искусство? Башкирское искусство это то, что советская власть дала. Другого искусства башкирского быть не может. Так, это надо вдуматься. То, что дала советская власть. Дала советская власть. Что вы имеете в виду? Как? Ну вот это, что дала советская власть? Башкирам дала оперу, дала станковую живопись, дала балет. Это вот тот момент, когда композиторы профессиональные приехали, вы имеете в виду? Нет, это вообще как бы вот такая модель. Модель, понятно. То есть до этого они, грубо говоря, я все время, поскольку люди простые слушают, то есть до советского времени было только народное искусство, скажем, поэма какая-то, да? А здесь они увидели, значит, что существует опера, и вот теперь мы стали писать. В этом смысле, да? Да, скажем так, что искусство – это часть, скажем так, любое национальное искусство, и русское в том числе, в Советском Союзе рассматривалось как часть системы идеологии и государственной пропаганды. Как важная, как и балет, как и советский спорт, как и космос. Да, это важнейшая часть вот советской идентичности, которую мы показываем Западу. Вот мы вот первыми вышли в космос. Вот у нас прежде дикие народы поют и пляшут и неустанно восхваляют мудрость советской власти. Вот это вот, смотрите, что вот мы впереди планеты всей. То есть вот этот агитационно-пропагандистский посыл, на уровне которого сознательно держали башкирскую музыку и не давали ей развиваться. В первую очередь не давали развиваться. Почему? Потому что не было возможности для камерного исполнительства, не было нормальных квартетов, вот вы говорите квинтетов, про камерное, и не было симфонического оркестра. Но ведь до этого и опер не было. Если все-таки композитор начал писать оперу, это же развитие уже какое-то или нет? Да, я понимаю, но оперы-то писались на какой сюжет? Везде же борьба, везде же борьба с эксплуататорами. В смысле, но везде агитационная, если взять любую оперу Азат, оперу Салават Юлаев, оперу Дауэл, в смысле в бурю, журавлиную песнь, Страна Айгуль, любой балет, везде агитация, везде восхваление советского образа жизни. Башкирская культура – это ресурс. То есть это в каком-то степени, как в жизни за царя меняли текст специально для Сталина, да, как бы, чтобы было. Да, это сама логика в том, что вот советская власть вам дала процветание? Нет, это важный момент, потому что я сам об этом не думаю никогда. Я даже как профессионал, я как думаю, ну вот я, извините, что повторяю это, были просто народные исполнители, а сейчас хотя бы вот опера началась, вроде как развитие. То есть вы говорите, что получается, поскольку в опере был ярко выражен политический сюжет с конкретной, как называется, конъюнктурой, то есть это является в некоторой степени стагнацией и не дает развития, да? Оно не дает, потому что я говорю, не было вещей, которые бы развивали искусство. Не пропаганду, а искусство. Башкирский театр оперы и балета – это место, так сказать, вот этой вот экранной пропаганды. Когда не во всех семьях еще есть телевизоры, я говорю про 50-е, 60-е, даже 70-е годы, когда в деревнях нет, когда еще не было телевизора, для вас есть радио, где с утра до ночи, так сказать, вот это вот песни и пляски во славу мудрости партии. Для вас есть оперный театр, где, так сказать, ведут борьбу с эксплуататорами и врагами башкирского народа неустанно. С помощью, так сказать, с помощью великого русского народа разоблачаются замыслы, там, не знаю, кого угодно, эксплуататоров. То есть башкирское искусство, вот этот вот период стагнации, 50-е, 60-е, 70-е годы, вот это 30-35 лет. И получается, даже такие, скажем, композиторы, как Муртазин, он же все-таки не оперу, а симфонию писал, вот, скажем, Загир Исмагилов, поэма «Салават». Вы их тоже расцениваете как частично агитационные?
агитационные Конечно, вещи. конечно. А почему нельзя, скажем, эту поэму «Салават», вот, которую, как известно, была в 1954 году исполнена впервые, но мы вот ее заново открыли, Ну я там да. чуть-чуть ее доделал, мы ее играем. А почему ее нельзя расценивать не как агитационную, а просто как яркую пьесу на фольклорный мотив, как, скажем, есть у Римского-Корсакова? Скажем так, талант вот этих авторов, которые вы назвали, Да. но я бы добавил еще и Хусаина Ахметова, Да, конечно, Рафика конечно, Сальманова. конечно. Безусловно, это люди были очень талантливые, вот, но политическая ситуация, невероятное давление на культуру, вообще всю социальную сферу оставляло им очень мало пространства для маневра, очень мало. Им давало вот такое узенькое пространство, где опасно было приближаться к краям. Поэтому вот эта бесконфликтность, да, если не было в их искусстве самого главного. Не было проблемы личности и конфликта личности. Был конфликт социальный, пожалуйста. Хороший, да, немножко. конечно. Ну так опера это и есть главный экран пропаганды. Хорошие башкиры и хорошие русские против плохих башкир и плохих русских. Все, больше ничего нельзя. Ничего. Ну, да, это правда. Ничего нельзя. Тема любви – это всегда тема любви социальная. Это любовь либо к боевой подруге, либо, так сказать, любовь к каким-то сородичам. То есть нет места для подлинных чувств, для человеческой истории, для женской истории. Для человеческой места не было, это не разрешалось. В этом-то и трагедия огромная этих композиторов, в том, что, как я сказал, у них было пространство я очень понимаю маленькое. теперь полностью, о чем вы говорите, но вот я единственное пытаюсь просто представить, будь, скажем, у них чуть большая свобода, они бы, наверное, я-то уверен, что они с удовольствием писали на эти темы, может быть, да, я не уверен, что Загир Исмагилов чувствовал себя каким-то скованным, может, ему вообще нравилось так писать. Это трудно понять. Трудно, да, действительно трудно. Но будь у них свобода, то есть вы думаете, они бы какое-то искусство более высокого качества создали? Я не могу сказать. Да, Я вот хочу сказать, трудный что момент такой. это сложный момент. Во-первых, конечно, давление было здесь невероятным. Невероятным. Потому что башкиры Потому что... из всех наций бывшей Российской империи больше всех сопротивлялись большевикам. Больше всех. И сражались они до последнего. Если они могли сражаться в Башкирии, то самые как бы вот такие непреклонные ребята, юноши башкиры, они уходили в Среднюю Азию, ушли в огромном количестве и ушли на Дальний Восток и сражались с большевиками или в рядах басмачей, или уезжали даже в Японию, но в Турцию, в Китай, в Корею. Они никогда не шли с большевиками на компромисс. Вот башкиры и уральские казаки. Вот эти два народа, поэтому советская власть мстила им, конечно, невероятно. Так, да, но это такая острая тема, это интересно, я, может быть, тоже спрошу. А тогда скажите, пожалуйста, я понимаю, что немножко время другое, но все-таки, ведь у Рахманинова есть цыганская каприча, не будем говорить, что оно там раннее, неважно. У Римского-Корсакова есть испанская каприча, есть Шахерезада. Это же тоже, условно говоря, бесконфликтная музыка, в ней нет какого-то противопоставления, каких-то таких глубоких размышлений. Это просто как бы красивая сделанная музыка. Вот испанская каприча Римского-Корсакова, в ней это что, тоже конъюнктурное? Нет, здесь... В чем тогда разница? Поэма «Салават» бесконфликтная, просто фольклорная музыка, яркая, красивая, ничего никто не должен здесь думать ни над чем. И испанская каприча, тоже яркая, красивая, на испанские темы, никто не должен рассуждать о смысле существования, просто послушал все. Вот как здесь быть? Спасибо за вопрос, очень важный вопрос. Кстати, вот в контексте нашего размышления. Ну, вы подвели вот к следующей идее, да, которую я тоже хотел сказать, когда планировал вот тоже о чем говорить. Это испанская капричо Римского-Корсакова. Это одно из проявлений темы Русского Востока. Да, это я понимаю. Начатый Глинка и так далее. Сами испанцы ни «Ночь в Мадриде», ни «Рогозскую охоту» не Естественно, рассматривают это как свою безусловно. музыку. Я даже не про фольклор говорю, я просто как про само произведение, как жанр, бесконфликтный жанр в смысле. Русская культура, вот скажем, во времена уже Римского-Корсакова, Чайковского, Бородина и так далее, это культура уже очень динамичная. Она, можно даже сказать, в чем-то агрессивная. Она показывает свое культурное доминирование над Востоком. Вот. Поэтому в Средней Азии поэма Бородина, поэтому... Но ведь это тоже не со зла, как говорится, происходит. Нет. Они просто научились это ярко делать, и они это делают. Но это именно доминирование, культурное доминирование над Востоком. Ну, скажем, вот симфоническая поэма «Джинны». Да. Это ведь то же самое.
Ну, Но понятно. ведь арабы же не воспринимают это как свою Нет, национальную музыку. или если Шахерезада. честно, вопрос-то немножко в другом. Это безусловно, это естественно, что это нельзя. Такие углинки тоже, это все русской музыкой русское, сложно назвать, в смысле в народе поют по-другому. Я не о том. Мне показалось, что вы сказали, что вот, допустим, поэма «Салават» — это конъюнктурное произведение, то есть он был в этих рамках. Но ведь у Римского-Корсакова тоже есть бесконфликтные произведения вот такие. Это же не значит, что он в каких-то рамках существовал. Он же с удовольствием это просто написал. Ну, ведь он написал это примерно за 70 лет до второго, ну, то есть Да, безусловно, но Загир Исмагилов это ведь делал, как мне представляется, не столько потому, что ему нужна была яркая поэма какая-то, а просто потому, что не было в башкирской музыке национальной разработано просто в обычной гармонии, в оркестровке конца 19 века, условно так скажем, не было музыки. Вот да, все. не было, потому что требовалось. Но с одной стороны требовалось, а с другой стороны не было оркестра. Не было оркестра. Оркестр оперного театра пытался играть, но он всегда был, конечно, уровнем намного ниже, Ну, чем понятно. любой филармонический. Я просто не думаю, что вот такие проявления оперы, я согласен, я понимаю, что здесь есть конкретные требования. А вот эта простая музыка, я вот как дирижер, мне трудно ее конъюнктурно воспринимать. Я ее просто воспринимаю как человек нашел две красивые мелодии и оформил их. Это как бы, то есть для меня это искреннее искусство, как бы. Да, я вот все-таки подвожу к мысли о том, что несмотря на то, что все эти люди, безусловно, они были талантливы. Да. Как я уже говорил, там Хусейн Ахметов, Загир Исмагилов, Рафик Сальманов, кто еще, кого еще назвал? Рауф Муртазин, да, и многие с ними. Это были талантливые люди. Заимов, да, Халик Заимов, кстати, тоже у него очень яркая вот эта вот увертюра, шикарная. И они были, безусловно, людьми талантливыми и достаточно профессиональными. Но, как я говорю, что возможности для маневра им оставляла идеология очень маленькие. Понятно. И они вынуждены были при отсутствии концертного оркестра в Башкирии, при отсутствии лаборатории, необходимой для композитора, то есть это струнного квартета, камерного оркестра, они вынуждены были действовать вот в этой тесной очень связке с властью. А для художника это гибельно. Это гибельно для художника. Тем более после постановления 1948 года, когда огрели вообще всех и сказали, вот или будете репрессированы, или идите вот этим узким путем. Понятно. Очень ну, то есть, узким. можно так сказать, что все-таки в их творчестве есть элементы произведения очень искренние, которые они написали. Безусловно, да. Есть, да. Но просто в целом, вы говорите, в целом глобально, они должны были вот в этих рамках действовать. Да. И за ними это же не просто рамки. Когда в 1950-х, 1960-х, 70-х годов пишутся сочинения с помощью композиторской техники 100-летней давности. 70-е годы – это уже конец второго авангарда в Европе. Это электроника, это Штахаузен и так далее. А здесь пишется музыка, в Башкирии сочиняется музыка, так сказать, похожая на раннее сочинение Римского-Корсакова. Это же 100-летнее отставание. Это естественно, это постулат безусловный. Так вот я-то вот еще раз хочу что спросить. Но ведь если такой музыки еще не было в башкирске, уже кто-то должен написать. Все правильно, да. Случае. Все правильно. Так мы здесь соприкасаемся с очередной новой важной темой. То есть у нас была тема отставания, у нас была тема синкретизма, то есть некого нерасчлененного единства музыки и искусства, откуда вначале, так сказать, татаро-башкирская, откуда вычленяется отдельно профессиональная музыка, она вычленяется, да, потом она отделяется от татарской, да, потом у нас идет эпоха репрессий, 40-е, 50-е годы, потом у нас идет момент как бы стагнации. И сейчас мы подходим к вопросу взаимоотношений композитора и власти. То есть это кровавая, всегда в России очень кровавая, сложная тема. Вот. И вот говоря о этих 4 композиторах, которые вернулись в Башкирию в середине 70-х годов, к началу 70-х, то есть я говорю, Лейла Исмагилова, Данил Хасаншин, Мурат Ахметов, Роберт Газизов, да, вот эти 4, я считаю, что эти 4 автора, они сделали настоящую революцию, которая, в общем, до сих пор еще по-настоящему не осмысленно, потому что 3 из них живы. Да. Правда, Роберт Газизов находится за рубежом. Да, а вот все равно 3 из них живы, и они продолжают работать, поэтому их очень трудно оценить. Да. Это будет осмысленно лет через 20-30. Безусловно, но их творчество можно назвать уже свободным творчеством полностью, да? Да, несмотря на то, что они все испытали очень серьезное давление со стороны власти, очень серьезное, со стороны своих коллег.
Когда вы говорите давление для обычного человека, это что значит? К примеру, является ли давлением такая ситуация? Я пишу глубокое сочинение о рассуждениях там, о том, как издевались над башкирами в определенный исторический период. Приходит, допустим, из правительства кто-то и говорит, не надо писать такую музыку, напишите мне песню или гимн. Это давление? На самом деле никто не приходит, а давление, это просто сочинение просто не исполняется и все. Конечно. Заносится в черный список, невозможно исполниться, невозможно и так далее. Но существует ведь еще и самоцензура. Существует самоцензура, потому что ты думаешь, так, вот ты вот это сделаешь или будешь сюда двигаться, а чем это может закончиться? Да. Вот 70-е годы – это такое очень смутное время, когда допустим, вот мне отец, допустим, рассказывал, да, вот он привез из Казани свою первую симфонию, показал в Союзе композиторов. Это был 71 год. В России или здесь? Здесь, в Башкирии, да. Один у всех был вердикт. Это не башкирская музыка. Вот. Симфония первая башкирская. Вот, когда в Казани ее диплом исполнил, там дирижировал, по-моему, то ли Рахлин, то ли Мансур. Подождите, а он показал какую? Вторую симфонию? Первую. Дипломную. Да, симфония первая башкирская. Здесь все просто сказали, это не башкирская музыка. Это французская, немецкая и так далее. Там... Сейчас, спустя 52 года, это абсолютно как, так сказать, более башкирской некуда. То есть даже с мелодикой, с тематикой, народной какой-то. В людей возмущало, что есть переменные метры, что слышны интонации народных песен, но они слышны обрывками. Это возмущало. Если взял народную песню, говорили, полностью нельзя резать, нельзя отменять. Все попытки объяснить, что даже, в общем-то, Гайдн еще придумал мотивное развитие. Нет, люди здесь не понимали. Я говорю, Советский Союз был изолирован от мировой ситуации художественной. Даже для таких талантливых людей, очень мощным характером, даже для них было невероятно тяжело. Вот это постоянное давление идеологии, постоянный самозапрет. И запреты, и самозапрет. Запреты и снаружи, и самозапрет изнутри. Потому что у всех семьи, у всех дети, все понимают, если ты будешь так двигаться, то может закончиться очень плохо. Очень плохо. Сами постоянные конфликты отцов и детей здесь были. Мурат Ахметов, покойный, когда он вернулся, он же закончил Хачатуряна, он показал свои сочинения отцу Хусейну Ахметову. Хусейн сказал, это не башкирская музыка, это не башкирская. Ну, понятно, Это ты что ты пишешь, зачем ты уехал, зачем ты учился? Ты должен брать красивую мелодию, красиво организовать. Для них, композитор старшего поколения, башкирская музыка. Новое поколение должно было просто лучше гармонизовать. Лучше полифонии, больше лучше краски оркестровые. Но в целом Кара Караев над этим смеялся. Он говорил, что это, как он называл ее? Художественная промышленность по извлечению народных мелодий. Да, это, вы понимаете, это абсолютно так. Я это как раз прекрасно понимаю, но обычный человек, который нас посмотрит, что всегда меня смущает немножко, что все, что говорите, это абсолютная правда, это понятно. Но обычный человек, который вообще, мы с вами рассуждаем, когда умер Веберн или не умер, люди же это вообще не слушают. Статистически обычный человек, в лучшем случае, для него уже Чайковский-то будет сложно. Тут это меня проблема. Это не вопрос, это я озвучиваю проблему в том, что в целом у людей привычки нет какую-то сложную музыку слушать. И даже Чайковский может показаться трудным, слишком гармонически перенасыщенным, сложным каким-то людям. Не говоря уже о Брукнере, о 20 веке даже каком-то, это, естественно, даже это невозможно просто. Музыка действительно для обычного человека должна быть просто красивой, мелодичной, которую будет слушать. Вот в чем вопрос. Это такая. И я-то почему об этом говорю? Я в Москве, когда я больше времени проводил, такого вопроса не возникало. Я всю жизнь мыслил точно так, как вы говорите. Вот мне очень интересно, что вы про историю сказали, я многого не знал. Но в целом мое мышление идентично вашему по музыке. Но вот здесь, когда я оказался, я понял, если в этой культуре люди профессиональной музыки в основной своей массе 99% абсолютно не приучены, для них это действительно сложные какие-то концепции. Для них не хватает, получается, мелодической какой-то музыки. Да. Скажем, эти 40 лет, начиная где-то с конца 70-х годов, и к нашему времени, к началу 2020-х годов, за эти 40 лет прошел очень важный такой этап, очень важный этап деятельности этого поколения, третьего поколения, как я его называю.
или третьего начала башкирской музыки. У меня есть тоже лекция, как бы она где-то размещена, кто-то записал. 4 начала башкирской музыки. Это не этапа, а просто начало. Она как будто бы начинается заново. Вот. И вот это третье начало башкирской музыки, вот эти 4 композиторов, которые я назвал, оно в большей степени связано даже не с идеологией. Конечно, что идеологическое давление в 1948 году было гораздо сильнее, чем в 70-е, намного сильнее. Но здесь был момент самоцензуры и момент то, что вот композиторы, допустим, 50-х годов, тот же самый Сальманов, Муртазин, Ахметов, они создавали как бы заново, да. Не было до этого башкирской оперы. Была опера в соавторстве с московским автором. Не было башкирской симфонии. Вот Рауф Муртазин создал ее по модели Чайковского, да. Для него не было национальной модели. А для этого поколения уже были, и они должны были оттолкнуться от симфонии Муртазина, от балетов, не знаю, там, от балетов Сабитова, у него 6 или 7 балетов, от опер, да, они должны были оттолкнуться. Это новое поколение. Естественно, новое поколение должно было вот так вот перевернуть с ног на голову, да, с ног на голову, и сказать, что, в общем, башкирское профессиональное искусство начинается заново. Все, что было до этого, как бы подвергнуть сомнению, естественно. Я не буду говорить дальше про репрессии. Для меня очень важно то, что вот с точки зрения композиторского письма было ликвидировано это 100-летнее отставание. Это подвиг, настоящий подвиг. То есть от художественных практик раннего римского Корсакова, то есть от 1860-х годов, за 100 лет удалось вернуть. Удалось воплотить в первые использования башкирской музыки полиритмии, сонорики, 12-тоновой техники, даже в конце 70-х годов. То есть, смотрите, такой рывок. Естественно, он потребовал напряжения сил невероятных для этих авторов. Очень сложные, так сказать, судьбы у них у всех сложились очень непросто, потому что им как бы никто сознательно, как бы, во-первых, не помогал, во-вторых, был очень большой момент самоцензуры. Очень большой соблазн профессиональному композитору работать либо на продажу, да, либо уже сознательно, то есть продавать, работать на продажу, либо сознательно понизить уровень своей техники для того, чтобы сделать его общедоступным и, так сказать, уйти в композиторскую попсу. Это огромный соблазн. Некоторые башкирские композиторы, не буду сейчас называть, большая часть из них покойных, к сожалению, они пошли по этому пути, сознательно понизили свой уровень, сознательно вот пошли на потребу публики, да, и даже зарабатывая очень большие деньги, счастьем это не привнесло. А это по творчеству их просто уничтожило это их творчество. Поэтому вот эта вот необходимость дистанции, я считаю, что это очень важно, что они все вчетвером учились вне Башкирии, и они увидели дистанцию. Они со стороны дистанции, с пространства посмотрели на ситуацию в Башкирии и поняли, что так продолжаться не должно. Что это, то, что делается сейчас, как бы стопроцентный заказ коммунистической партии, искусство по заказу коммунистической партии, оно не должно быть. То есть башкирская культура настолько богата, что нельзя ее больше дискредитировать. Нельзя ее. Да? То есть это эксплуатация совершенно бешеная, идеологическая, она не должна быть. Поэтому благодаря вот этим композиторам были созданы такие очень интересные сочинения, я назвал бы по 2-3 сочинения у каждого. Значит, Лейлы Исмагиловой это «Страна отцов» цикл. И очень хорошее сочинение, которое, к сожалению, мало играется, это «Такташ симфония». С моей точки зрения, это очень сильное сочинение, наверное. Самое, пожалуй, интересное, где, в общем, такое, так сказать, зафиксировано очень интересное состояние. Значит, Мурат Ахметов, Урал-Батыр, симфония, которая звучала. Но это же Урал-Батыр все-таки как раз я расцениваю как уход в популярный жанр все-таки, нет? Урал-Батыр-то? Нет, я имею в виду симфонию. Не музыку балета, а симфонию. А какая симфония-то? У него же симфония есть. Не-не-не, она разве Урал-Батыр называется? Да. Она есть на этом диске, где вот... Она же называется, записал. Подождите, нет, там есть симфония «Реквием», «Памяти отца Реквием» и симфония... «Реквием Узенкюй» есть симфония у него, а еще, по-моему, не Урал-Батыр называется, как-то по-другому. То есть вы не о музыке, не о балете не говорите. Нет, я потом посмотрю, как называется. Да. Я просто их слушал, но... Вот, значит, Даниил Хасаншин – это сцена из народной жизни, вот, где были скрыты очень мощные доисламские вот эти языческие пласты башкирского ритуала. И симфония «Журавли», наверное.
Роберт Газизов «Фортепианный концерт». Очень интересное сочинение. Да. Вот. В любом случае, ну вы слушали ведь это все, Да, да? конечно, Это здорово, конечно, это прекрасно. конечно. Это прекрасно, что у вас есть уже панорамное, Да, контекстное ну, знание. Конечно, есть. Вот. И вот это этап, когда началась работа не целиком с мелодией, да, которая гармонизует, как это было раньше. Да, Берется мелодия целиком, она гармонизуется по-немецки, по бригадному учебнику. Да. Ну вот, например, прекрасное сочинение башкирской сюиты Ключерева. Интересное. Да, знаю, да. Русский композитор с большим, ездил в фольклорную экспедицию, с большим трепетом отнесся, очень красиво сделал. Но, несмотря на всю эффектность этой музыки, она очень популярна у людей. Часто по радио передается и так далее. Вот с детства тоже слушаю. Да. Все равно это не как бы вот сочинение, которое, скажем, несколько музейного такого плана, да, музейного плана. Очень красиво сочинение, но все равно это часть, так сказать, репертуарный музей. Вот. А сочинения вот этих авторов, они работают на совсем понятно, другом, на совсем другом уровне. Это работа с микромелодическими моделями, это работа с чувством времени, новая тембральность. До этого вообще теме тембральности никто вообще не указывал никакой. Дальше воссоздание фольклорного исполнительства, воссоздание стихии народных празднеств, похорон, свадеб и так далее. То есть это вот весь тот этап, который прошел в русской музыке у Стравинского, который прошел, ну, допустим, в таких сочинениях, как «Плачи» Денисова, как у Свиридова календарные вот эти вот, все его сочинения и так далее. То есть это необходимая часть саморазвития башкирской культуры, необходима. Если бы этого не было, она была бы ущербна. Да? Иначе бы все продолжалось бы тиражирование вот этого этапа 50-х Да, естественно. годов. Но вот и ваше поколение это уже четвертый этап, Да, скажем так. Вы без достижений вот этих, скажем, 4 людей, которых вы перечислили, может быть, еще кто-то есть даже, вы считаете, как ваше творчество было бы невозможным, было бы неполноценным, не таким, да? Конечно. Вот мне очень повезло, что я тоже учился у выдающегося мастера Альберта Семеновича Лемона, профессора. Вы это в Казани вы учились? В Москве. Да. До этого он был много лет заведующим кафедрой композиции Казанской консерватории. Да, она у него училась. И Данил Хасаншин у него учился тоже. И из наших композиторов Светлана Шагиахметова тоже у него училась. Вот. В 1971 году он переехал в Москву, стал завкафедрой. Там были такие... А вы во сколько лет уехали в Москву? Я в 90-м году. Это после училища вы? Да, после училища, после теоретического отделения. Здесь закончилось теоретическое отделение училища. Да, мне очень повезло у него заниматься 5 лет и еще 2 года. А вот этот вопрос, я думаю, что мы как раз к концу скоро дойдем к вопросу башкирский, не башкирский композитор. Вот вы учились у русского композитора, российского, скажем, у Лемона, да? Он же как бы вам, получается, все-таки техники, ну, он скорее больше кругозор просто развивает, разных техник учит, да? То есть что такое вот эта башкирская идентичность в вашей личной музыке, в музыке вашего поколения? То есть вы сохраняете какие-то традиции, которые, скажем, вот эти 4 композитора предыдущие наработали, и просто учитесь разным европейским техникам, и это соединяете? Или как это вот, можно как-то это охарактеризовать вообще? Или это слишком обширный вопрос? Я вот, честно говоря, мне очень трудно говорить про композиторскую технику. Мне вообще не очень нравится это слово техника. Да. Вот здесь в творчестве, в любом, не только в композиторском, и там, у художника, поэта, писателя, очень сильно задействовано иррациональное. Очень сильно задействовано иррациональное. Наше отношение к миру, ощущение времени, ощущение пространства. Весь этот комплекс вещей, как скажем, внутреннее здоровье, там, не знаю, чувство опасности, чувство радости и так далее. Эти все вещи, они не напрямую же в нотах выводятся. Да, они собираются в некую модель, в которой мы через которую мы стараемся зафиксировать в нотах состояние, не только свое. Ну, допустим, описываем вот то же самое, допустим, Заратустра, о котором я думаю, что все-таки мы поговорим. Мы поговорим. Это отношение к человеческой истории, которая очень древняя, но которая, тем не менее, вот каждый день творится. Вот сегодня мы создаем тоже историю. То, что мы делаем, это тоже история. Значит, школа Лемона – это такая очень... У меня даже есть статья, вышла вот в музыкальной академии, бывшей советской музыки, большая статья, где я пытался размышлять о том, что вот школа нахождения, не знаю,
собственной идентичности композитора. Сложность школа нахождения консенсуса с самим собой. Да, самотождественность, как вот найти вот самого себя, да. как найти самого себя. Вот извините, что я вас перебил. Вот вас учит композитор российский, который не имеет отношения к башкирской культуре. Но это же в любом случае вы остаетесь башкирским композитором сам по себе. Надеюсь, да? я надеюсь. А если вы все-таки, вот сейчас мы поговорим обязательно про это и про симфонию, следующий вопрос будет. Но вот в вашей музыке, как ни крути, если это не народные мелодии, но какая-то ладовость, модальность, в любом случае человеку слышно, что это башкирская музыка. В любом случае. Но я не знаю, как это объяснить. Это понятно. Я надеюсь, если бы вы не использовали вот эти, скажем так, какие-то модели, лады какие-то, модусы, как это еще назвать, если бы вы писали музыку без ярко выраженного колорита какого-то, вас можно было бы все равно считать башкирским композитором? Если вы пишете квартет в додекафоне, там, я не знаю, в алиаторике, в чем угодно, вы все равно остаетесь башкирским композитором? Вот мне интересно, как это воспринять? Спасибо за вопрос. Это действительно очень серьезный и, наверное, сейчас самый кровавый такой вопрос. Как сохранить этническую идентичность? Как вот сохранить ее? Да, вот мы начали с того, что каждые 7 дней умирает один язык. Молодежь отказывается от языков своих предков, потому что возможность встроиться в современный глобальный мир удобнее, если ты используешь широко коммуницирующие языки. Там, русский, английский, китайский, да, и так далее. Каким будет это дальнейшее? Непонятно. Возможно, через несколько столетий останется там 3-4 языка, но тогда процесс пойдет в обратную сторону. Тогда языки начнут делиться, тогда начнет, я уверен, что бурный взрыв диалектов. Да? Когда-то у всего человечества был один язык, жестовый язык какой-то, да? жестово-словесный какой-то, огласованный язык, и вдруг там появляется, там, не знаю, там, из единого какого-то языка, праязыка, который-то и языком не было, это просто система жестов коммуникаций, которая связана там, показать, там, не знаю, опасность, иди сюда, беги оттуда и так далее. И вдруг такой взрыв совершенно разных языков, да, не похожих друг на друга, тысячи языков из единого. Да? А теперь наоборот, пытается, так сказать, обратное движение. Это безумно все интересно. Вот. Но я хотел бы сказать про Лемона, у него учились сотни, даже не десятки, а сотни композиторов разных национальностей. Ну вот он много лет, больше 25 лет преподавал в Казани, у него отучилось 6 чувашских композиторов, 5 марийских, несколько тувинских, как я назвал уже, 3 башкирских, человек 15 татарских. То есть первое поколение, вот он называл его ученики в кирзовых сапогах. Это вернувшиеся с войны самые татарские композиторы, которые давно ушли в жизнь, которых вот они вот в кирзовых сапоги и там в чем из армии демобилизовать, ничего не было больше. Ничего не было. Баян. И вот нужно было, во-первых. Во-вторых, он сам немец по национальности. Сам немец, он тоже жертва сталинизма. Когда была ликвидирована республика немцев Поволжье, он же ведь он находился в концлагере. Вот, и из концлагеря он ходил преподавать в открывшуюся Казанскую консерваторию. Много лет был поражен в правах, не имел права голосовать и так далее. Он жертва сталинизма. Тем не менее, у него была огромная любовь и невероятное внимание к национальным культурам. Самым разным. Со мной учились вместе монгол, эквадорец, перуанец, естественно, русские, украинцы, белорусы, казахи, татары. Это разные страны, все учат. И все абсолютно по-разному звучат. Все по-разному звучат. Он учил тому, что он учил не немецкой, а именно русской школе. Он сам ученик Шостаковича и Максимилиана Штейнберга. Еще учился у Гнесина. Вот. И он учил тому, что он сам это не называл, он вообще не любил абстракций совершенно. Он конкретно говорил так, вот это так плохо звучит. Вот это нормально, вот это хорошо, вот это надо продолжать, вот это не ваше. Он сразу так видел в человеке, куда ему надо развиваться. И он всех развивал по-разному. Всех развивал по-разному, но не любил абстракции, никогда не читал лекций, был абсолютно практическим человеком. И он так говорил, так, вот это не прозвучит. Там, естественно, по молодости мы все упорствовали. Он говорит, ладно, посмотрите сами. И действительно оказалось, что действительно не прозвучит. Вот он видел, и каждого он развивал так, как нужно ему развиваться. За это, конечно, ему вечная благодарность. Мы стараемся его ученики всегда поддерживать, его творчество. Ежегодно мы делаем обязательно концерт из его сочинений. Очень много сочинений его набрали на компьютере, потому что архив его находится полностью рукописный, много потеряно. К сожалению, его не поддерживают, родственники не поддерживают его творчество. Но мы очень много вещей
вещей его стараемся издавать, как-то исполнять ежегодно, чтобы о нем была память. Понятно. Вот. И чувство времени. Чувство Я времени. понял, Вот это, я думаю, что вот это самое важное, что вот о чем бы я хотел сказать, что вот это вот наше поколение, да, 4-е поколение, здесь я к нему отношу себя и ребят, которые помоложе. Которые помоложе меня. И я бы сказал, что это вот Булат Исламов, Шаура Сакитова, Урал Мухамедьяров, ну, еще несколько ребят. Это, несмотря на то, что я их старше, да, им ну, где-то под 40, мне 50, ну, мы одно поколение, потому что мы работаем по одной технике. Для нас важны не темы, не мелодии, не знаю, гармонизация, нет. Для нас важны вещи, которые действуют на уровне пространства и времени. Да, это вот такие континуумы перехода пространства-времени. Это микромелодика, скажем, такая семиотика, знак. Музыка, башкирская музыка как знак самой себя. Это, опять же, продолжение тех идей, с которыми пришло в мир вот это 3-е поколение. Это воссоздание этничности через тембр, через чувство времени, через высказывание, воссоздание тембральности этнических инструментов, воссоздание каких-то вот ритуальных вещей, вот перекличек. Я что перебиваю, то есть вот это ответ конкретно, который меня интересовал. То есть получается, в любом случае вас конкретно можно назвать сполна глубоко башкирским композитором, потому что вы, вот все, что вы сейчас перечислили, вы об этом постоянно думаете. Вы говорите воссоздание, обрядовость, этническое. То есть для вас именно башкирская культура как таковая, она центральна в вашей музыке, правильно я понимаю? Да. Самое важное – это выразить вот этот вот семиотику, это знак этничности, и понять, каким образом он проявляется сейчас. Мы знаем, как он проявлялся в 20-е годы. Мы знаем, как он проявлялся в 30-е, в 40-е, какой катастрофой стало постановление 1948 года, как он застыл, была стагнация сильнейшая. Замечательный был музыковед Нелли Шахназарова. Вот, и у нее, она очень много интересовалась армянской музыкой, азербайджанской, среднеазиатской, у нее много, она вот как бы этническая. И вот в 70-е годы, когда все боялись, она первая осмелилась сказать, что перед нами налицо уникальное явление, которого нет нигде в мире. Сами представители наций отторгают свою академическую музыку. Сами узбеки говорят, когда им слушают, играют узбекскую симфонию, говорят, это не наша музыка. Это какая угодно, немецкая, там французская, русская, это не наша. Им говорят, подождите, ну вот же народная тема есть. Нет, говорят, вы ее испортили, вы ее гармонизовали. На Кавказе говорят, это более того, не просто простые люди, сама национальная интеллигенция начинает отторгать. Это очень такая обширная тема. Я вас понимаю, с одной стороны, о чем вы говорите, не с одной, вернее, я полностью понимаю, но ведь это профессионал может отторгнуть. А человек обычный-то из народа, как бы ему просто красивую музыку, условно говоря, послушать будет приятно. Я имею в виду, естественно, можно будет классифицировать, что вот это наше, это не наше, но это же не значит, что кто-то не будет любить это слушать. В Узбекистане какую-нибудь ярко сделанную симфонию на народные темы, сделанную в духе Римского-Корсакова, пусть она к Узбекистану не имеет отношения, но все равно люди-то будут это любить ведь, если это сделать. Да. Тем не менее, огромный пласт музыки 1950-80-х годов, Средней Азии, Кавказа, Урала, Поволжья, Сибирь, русской музыки. Написано на русские народные темы. Сотни симфоний с русским народом. Это мертвый балласт. Мертвый балласт. Из него все, что вот это тогда игралось, рукоплескалось везде, где торжественно открывались всякие пленумы и так далее, это все станет музейным. Это просто 2-3 строчками в учебнике останется. К сожалению, это мертвый балласт культуры. Но я должен констатировать, что то, что я знаю, не буду перечислять, я же все-таки много музыки смотрю. Просто для меня существует огромная разница. Вот он мертвый, потому что это гармонизовано слишком примитивно. И пусть оркестровано как-то более или менее, но слушать это неприятно. Я вот всегда привожу в пример
поскольку очень интересно, что мы говорим на такие глубокие темы, но вот опять же, если спускаясь к народу, такой примитивный момент, как знаменитые сегодня голливудские композиторы, скажем, Джон Уильямс, который часто исполняется. Конечно, когда я жил в Москве, скажем, мы, в общем-то, не воспринимали как серьезных композиторов их, но тем не менее, понимаете, есть вещи, которые настолько здорово сделаны в духе там планет Холста, что это любой человек слушает, а музыка вот этих композиторов 50-х, 80-х годов так здорово не сделана, как Конечно. Джон Уильямс. Конечно, То есть она гораздо примитивнее по всем Конечно. параметрам. Это вот, как я уже сказал, вот Кара Караев он назвал, это говорит, индустриальная эксплуатация народного мотива. Неизвестный народный гений в глубине средневековья создал вот эту мелодию, которая отшлифовалась, через десятки поколений прошли. И тут приходит человек и создает из этого симфонию во славу труда в колхозах. Нет, так-то это, конечно, не звучит. Но вот Колоссальные вот этот вот библиотеки, да, библиотеки, забитые тысячами сочинений, которые не нужны. Вот это возмездие. Это возмездие. Это строчка в учебнике. Все. Для чего работает? Сама система вот этого этнического, культурного строительства, она сама была как бы идеей совершенно правильной, но по результатам она оказалась абсолютно порочной. Ну, понятно, да. Вот. И подходя уже, наверное, вот... Да, вот я сейчас вас вопрос задам, вы можете продолжить предыдущий, это все переплетено. Мы вот знаем, что у вас есть «Золотая Орда» симфония, мы ее играли. Я лично, в смысле, дирижировал. Есть «Мугам» симфония, чуть раньше уходящая. Может быть, вы так коротко об этом скажите. Да. И вот сейчас симфония «Заратустра». Вот как вы к этому пришли? Почему именно эта тематика волнует? И как вообще процесс сочинения проходил? Ну, скажем так, вот последние вот эти три симфонии совершенно для меня неожиданным образом написанные вот последние 15 лет, оказались очень для меня важными и оказались востребованными. Оказались востребованными и у публики, и у оркестра. Я бесконечно благодарен дирижерам замечательным, которые играют и, надеюсь, и будут еще играть. Вот это для меня неожиданным образом возникла вот эта мысль в 2008 году. Сколько вы «Золотую Орду» писали? Ну, долго, около 3 лет. Около 3 лет. 2009 год почему-то для меня стало очевидно какое-то явление, которое я почувствовал. Я почувствовал каким-то образом, 2009 год, это еще была, так сказать, максимальная открытость России для Запада. Там, не знаю, то есть это было абсолютно все полная открытость, взаимопонимание и так далее. Вот. Я почувствовал, что начался какое-то движение в обратную сторону. То есть открытость, да, а есть открытость, которая начинает угрожать внутренней идентичности. И я почувствовал, как будто бы, да, вот, ну сейчас, конечно, легко говорить в 2024 году, что тогда мы все поняли, да ничего мы не понимали, и я не понимал. Я интуитивно почувствовал, что дальнейшая открытость нашей страны, вообще миру, да, она угрожает каким-то образом, вот, ну не она, может быть, не угрожает, но несет в себе какую-то опасность, что как будто мы теряем что-то очень важное. И вот тогда я подумал, что каким-то неким образом вот эта тема Золотой Орды, очень трагическая тема, которая показывает и Великую Степь и так далее, она является некой культурной доминантой, да, вот эта культура, евразийство, там, Великая Степь, там, ордынство, она является некой сверхдоминантой культурной, да, культурной матрицей, которая включает в себя и славянское, да, и тюркско-монгольское, степное, как бы, мирочувствование. Это нижний базовый уровень, на котором у нас есть консенсус. Самый нижний. Можно спорить по политическим вопросам, можно занимать те или другие политические позиции, там, экономические позиции, говорить, что хорошо, там, капитализм, социализм. Но это все верхний уровень. А есть некий базовый уровень, ниже которого ничего нет. И это уровень вот этой вот бескрайней степи, который... вот он неотменяем. Да. Он неотменяем. Естественно, не я это первый придумал. Это впервые появилось, конечно, в творчестве композиторов «Могучей кучки», когда вот эта поэма Бородина в Средней Азии,
где пишется, что звучит заунывная песня кочевника, потом присоединяется славянская, и караван спокойно движется под защитой там, и так далее. Да? Какой-то вот этот консенсус степного и славянского мирочувствования, он Сходится. он сходится, и он нижний, неотменяемый уровень. То есть, как бы надстройки могут быть какие угодно. Культурные, там можно ходить в такой одежде, или там в этнической одежде, или в, не знаю, там в военной одежде, или в абсолютно космополитической, или во фраке, да, или в футболке, и так далее. Понятно, да. Но есть базовый, вот это самый нижний уровень, который отменить нельзя. И вот мысли мои, вот, и вот оно писалось, потом пошел 13-й год, потом 14-й год, потом начался уже... Мугам вы когда начали? Мугам симфонию начал писать в 2014 году. Вот, да. В 2014 году мне возникла идея о том, что Мугам – это некая такая универсальная модель звуковая, концертная, которая есть и в раге индийской, она есть и в византийской, и в григорианском хорале, в этом мозарабском пении и так далее. Это вот ритмическая, ритмо-мелодическая модель, которая вот постоянно движется, как вот григорианский хорал. Да, там начинается, потом идет реперкуссия, потом идет движение вверх-вниз. Все равно она построена по одному принципу. Движение, развитие, кульминация, спад, возвращение. Это вот универсальная тоже базовая модель. Опять же, это нижний уровень. Самый нижний базовый уровень, как бы. То есть, как ни странно, вот Золотая Орда, это 13, 14, 15 век, прошло 700 лет, 800 лет. Но происходит в мире какая-то такая деконструкция, начинает все, что вот как бы много наработано, колоссально, а начинает стираться, стирается. И обнажаются, как бы, как вот после землетрясения, гранитно-базальтные вот такие основы, но ниже их уже ничего нет. Вот, как бы зачистка, зачищается. Вот. И в Мугаме то же самое. Вот это вот Мугам модель, это о чем? О каком веке? это о времени, ну, наверное, может быть, 8, 9, 10 века. Вот, это универсальное и для раги, и для вот этого актоиха византийского, и для григорианского хорала, который примерно так же вот возникает, 7-8 век. Вот, и для Мугама, то есть вот это персидское, азербайджанское и, кстати, и Но это Узбекистан. вы под какое-то конкретное еще историческое событие, Нет, или это в целом? Это в целом, да. Период, вот да, этот это в небольшой? целом, вот это вот возникает вот такая вот уникальная вещь, которая, в общем, уже, ну, 1500 лет, в общем-то, она действует. И это настолько универсальный принцип развития мелодического материала, который оказался в таких разных культурах, там, допустим, арабо-персидская, индийская, и, не знаю, там, византийская, и франкская, там, английская культура, оказался по одному и тому же принципу. А принцип вот этой вот ритмо-мелодической модели или вот матрицы такой, он же и действует и в композиторском письме. Точно так же. Вот. Конечно, он обогащается через сонатную форму, через конфликт, через имитационную полифонию. Но принцип развития мелодии – это монодия. Фактически это монодия. Монодия. Вот. Но это монодия не народной песни, а монодия композиторская, другая, профессиональная, да, уже, на которой, в общем, все стоит огромное вот это тело европейской музыки. Вот. А что касается Заратустры, то... Заратустру вы начали писать год назад, да, правильно? где-то даже больше. Мы с вами записывали большую часть на роялях, потом вы ее решили переделать. Почему? Я ее решил переделать, потому что потребовалось по-другому решить композиторскую задачу. Композиторская задача стала другой. Я захотел... Вот вы можете сначала начните, вот это уже для слушателей, Заратустра, потому что много в народе-то уж легенд тысячи просто. Вот кто это для вас, о ком конкретно вы говорите, об основателе, наверное, да, религии зороастрийской, что это для вас, какой у вас на это взгляд, вот, почему вы, во-первых, к этому подошли, ну и вот структура, о чем примерно речь, о каких пластах мыслите? Да. Заратустра – это как бы заключительная часть вот этой трилогии. Вот, продолжать я ее не буду. Она еще уходит вглубь, еще на полторы, ну, наверное, где-то на 1000 лет, да, где-то, ну, 7-8. Вообще, что касается Заратустры, там, ну, нету никаких свидетельств совершенно, абсолютно легендарная личность. Но удивительно, что если объявить ее полностью мифом, то тогда рушится вообще вся человеческая культура. То есть его нельзя объявить мифом. Сказать, что его не было, а что его придумали.
Ну, это невозможно. Поэтому вот пророки и вот такие основатели великих учений, они существуют как бы с одной стороны в ранге легендарных мифологических личностей, но они тоже неотменяемы. Они неотменяемы, потому что зороастризм это учение Зороастра, это основа вообще, ну, как бы авраамических религий, иудаизма, христианства, ислама. Вот. И сам зороастризм до сих пор, хотя он, конечно, значительно уменьшился, он все равно действует. Вот. А где он действует? Да, это община, вот община парсов в Индии. На юге там где-то? В Индии, да? В Бомбее, да. И часть их живет в Восточной Африке. Ну вот, например, из 7 парсов, зороастрийцев был известный рок-певец Фредди Меркьюри. Да, он из зороастрийской общины в Восточной Африке. Вот, выходец оттуда. И что касается Зороастра, есть несколько... Вообще эта фигура привлекала очень многих. Есть сочинения музыкальные, естественно, посвященные ему. Это Рихард Штраус, симфоническая поэма. Рихард, он по Ницше. Да, он по Ницше писал, не по персидскому, а по тому Заратустре, который, в общем, полностью придумал. Да, Ницше полностью придумал. Конечно. Полностью, абсолютно. Это не имеет отношения к зороастризму. А есть сочинение персидского композитора, я совершенно случайно, оно называется «Так говорил Заратустра Спитама». Персидский композитор, довольно известный. Для оркестра? Да, оно исполнялось даже, насколько я помню, в оркестре Мариинского театра, даже в России играл, иранский композитор. Имя я, к сожалению, сейчас не упомню, но оно есть. Вот. И вот этот момент как бы деконструкции, смывания современной политической, мировой ситуации, там, искусственным интеллектом, он будет усиливаться каждый год. И вот это вот смывание, то, что убирается наносное, и опять зачищается. Вот культура зачищается до как бы вот такого конфликта. Заратустра. Что провозгласил Заратустра? Нескончаемую, бесконечную борьбу добра и зла. Бесконечную. Обращенную конфликт, он описал конфликт, но это конфликт не какой-то, там где-то разворачивается на небесах тогда, это конфликт, который производит здесь сейчас, и призван, обращен к каждому человеку. Каждый человек должен для себя решить это. От этого невозможно отказаться, от этого невозможно избегнуть. Каждый человек призван в той или иной степени решать. Как бы, скажем, каждый человек, вот то, что Ницше как раз не нравилось, против чего он восставал, каждый человек уже, можно сказать, инфицирован этим конфликтом добра и зла. Да? То есть уже от него нельзя отказаться, невозможно. И, так сказать, вся жизнь человечества после послания Заратустры является довольно-таки мучительной, потому что этот вопрос обращен к каждому. И каждый должен решать. Каждый должен понять, на чью он сторону встает. Долгое время считалось, что Заратустра выходец из Ирана. Но крупнейший современный американский авторитет в области зороастризма, американский философ и историк Мэри Бойс. У нее есть книга, переведенная на русский язык, и в предисловии к русскому переводу она написала, что по последним данным лингвистическим, данным анализа, нет сомнений в том, что Заратустра родился в степях к востоку от Волги. От Волги. То есть, это, конечно, как говорится, ну, ее за язык никто не тянул, она сама это сказала. Это, конечно, абсолютно шоковая для нас всех данность, но, как говорится, получается, на территории современной России. Ну, России, да. Мы знаем, кто жил и живет в степях к востоку от Волги до сих пор. Вот. То есть здесь мы говорим не просто об отвлеченном знании о неком пророке, очень важном для мира. Нет. Мы говорим о культурном приоритете. Да? Мы должны говорить о культурной доминанте, о том, что движение представляется себе действительно некие вещи, потому что вот на нашей территории Южного Урала есть города, да. Очень интересно, Аркаим, Синташта, которые вдруг внезапно были покинуты. Да, на них никто не напал, они просто разом были брошены, покинуты, непонятно почему. Вдруг внезапно в какой-то момент уходят отсюда племена, носители вот этой группы РБ-1, это значит, ну, все скандинавские, скандинавы, там, не знаю, англичане, северные немцы, там, так далее, то есть это РБ-1, которые локализованы были на Южном Урале. Какой-то произошел мощнейший толчок этнический, да, и вдруг отсюда уходят. Вы имеете в виду какие? 8-й, 7-й? Нет, это раньше было намного. Это примерно, ну, я думаю, наверное, больше 10 тысяч лет назад. Вот это еще до Заратустра. Я понял, я думал, вы про викингов. Да, нет, это еще до этого. Вдруг какой-то мощнейший
получить так сказать, этногенетический толчок, Южный Урал, да, потом вдруг появляется страна городов, которые люди бросают. Потом вдруг вот оказывается, что Заратустра – это человек, который центральная фигура мировой культуры. Да, недаром Ницше как бы вот дал его свою интерпретацию, да, центральная фигура мировой культуры, без которой вся дальнейшая история, ну, там, Азии, Европы, Африки невозможна, мира, да, естественно, она привлекает. И если сделать допущение, что он наш соотечественник, что действительно вот он родился в степях к востоку от Волги и потом уже спустился в Иран, что это вполне возможно. Ну вот, например, известно, что когда здесь были очень сильные холода, да, ну как бы в эпоху Средневековья, например, местное население уходило в Казахстан зимовать, потому что в 30-40 градусные морозы в юртах здесь жить нельзя. Они уходили до Аральского моря и так далее. Вполне возможно, что в одной из, так сказать, вот таких откачевок когда-то вот с какими-то племенами, допустимо, да. То есть у вас первая часть такое двойное, но в названии нисхождение благодати. Да, нисхождение. Да, он одновременно, да, и он сам спускается, неся свое учение. Вот, это первая часть, происходит как бы затвердение вот первая часть субстанции. Называется нисхождение хварна. Да, хварна это значит субстанция. Милость Божия. Да, милость Божия, субстанция, да. И ее затвердение создает все живое. Да, создается. Вторая часть повествует об юноше. Ну, Заратустра – это такой простодушный степняк, юноша, который всю жизнь, в молодость, там, юность, детство провел в степи. Кого он там видит? Там несколько человек. Да? Ну, степь, самые простые нравы, скот, там, скачки, погони, охота и так далее. И вдруг он попадает в город, вот это вот вторая часть, это базар в Балхе, в богатый, невероятно город, где... Балх это какая? Балх – это Западный Афганистан. Считается, что проповедь Заратустры была именно в Балхе. Ага. Это тоже вот какие-то истории, как это можно определить? Не знаю, это легендарная, конечно, история. Ага. Вот когда-то, Балх сейчас это маленький городок какой-то, практически деревня, когда-то это был крупнейшим центром на востоке Ирана, что впервые он обратился там с проповедью. Считается, да. И вот когда этот молодой степняк, юноша, абсолютно простодушно заходит в город, ему все нравится. Невероятно богатые товары, красиво одетые люди, невероятно образованные, там, город, здания, все прекрасно, замечательно, это рай, да? Но через некоторое время он видит, это такая вот азиатская история, очень популярная, что видит, что на самом деле этот райский с виду город в себе содержит, он погряз в пороках, он видит жадность людей, надменность, преступления, насилие над слабыми, насилие над женщинами. И он видит, что этот город на самом деле только внешне врывается в самый момент торговли, вдруг внезапно врывается конница кочевников, кони начинают топтать, всех грабить, значит, чудом спасшись, он понимает, что мир устроен неправильно, неверно, и обращается с проповедью. И эта проповедь его, это вот третья часть, проповедь, которая переходит вот уже в четвертую часть, когда вдохновленные проповедью его ученики... Поскольку третья и четвертая, они вместе. Четвертая как называется часть? Четвертая, это вот Заратустра, ученики Заратустры несут его учение. Ага. Вот, то есть для вас получается здесь принципиально программность произведения абсолютно, да? Да. То есть бывает, люди отменяли программу, здесь невозможно. Так же, как в Золотой Орде, да. Так в Золотой Орде это принципиально. Поэтому пришлось решить такую довольно сложную композиторскую задачу, поэтому вторую часть я переделал. Базар стал более коротким и более сжатым. Он еще более стал очень громким, сжатым, мощным. А первая часть, наоборот, очень сильно растянулась. Это вот момент из невероятной тишины, это сгущение звуковое, так же, как субстанция сгущается и создает все живое. Вот. И из этого вот как бы появляется. А вот вы пишете, получается, на тему Зороастра, да? Но это уже к башкирской культуре не имеет отношения? Это про основы. Про основы. Вообще... Для многих этносов, да? Да, для многих. Да. В том числе для башкирцев. Здесь еще есть один момент. Все-таки Урал-Батыр – это эпос, народный эпос Урал-Батыр. Да. Он во многом он создан стихийно
под влиянием, конечно, зороастрийской мифологии. Там есть не только борьба добра и зла, там же близнечный миф, Ну, то есть конечно, и два братья, брата, и да, это два всё, брата, конечно. один встает на путь добра, другой встает на путь зла. И из двух близнечный миф, из двух близнецов, которые первоначально идентичны, да, они создаются полюсные, абсолютные антагонисты, и, естественно, между ними конфликт. И этот конфликт разрешается, как бы он не заканчивается. То есть конфликт заканчивается, но не заканчивается движение. Ницше в своем «Заратустре», конечно, создал гениальный роман, мы все им зачитывались. Я в пору учебы в Московской консерватории. Я тоже. Это как было, раз, это когда все мы там учился. сходили с ума, но это естественно, это нормально. Это потому что шок вводит, поражает яркостью мышления. Но весь тот комплекс явлений, который он написал там, он не имеет отношения к Заратустре. Ну, это безусловно, это и так понятно. Да. Восточному. Понятно. Вот. И вот этот имморализм, это желание избегнуть конфликта добра и зла, это как бы попытка его отказаться от него. Естественно, это приводит только к самым нехорошим поступкам. То есть, не желая отвергнуть вот эту борьбу добра и зла, которую заповедует Заратустра, и попытаться объяснить, и попытаться трактовать фигуру Зороастра как человека, как имморалиста, который убирает вот этот антагонизм, естественно, приводит к очень негативным последствиям философии. Недаром, конечно, Ницше не имеет никакого отношения к германскому нацизму, безусловно, абсолютно. Но именно эту книгу в качестве своей Библии, в кавычках, не имеет, но подталкивает к тому, чтобы возгордиться чуть-чуть. Да. Нацистские идеологи называли себя и немцев-нацистов, они говорили, что мы сыны Заратустры. И сейчас очень важный момент, учитывая это мнение Мэри Бойс, то, что Заратустра родился в степях Восточной Волги, нужно понять, кто же на самом деле сыны Заратустры. Вот это важно. Это идет вопрос об культурном доминировании, о превосходстве, так или иначе. Вы пытаетесь на этот вопрос ответить в этой музыке? Или это более все-таки описательное произведение? Это для меня важно, чтобы люди задумались, привлекли внимание к этому, чтобы они сами должны решить. Сами должны решить. Азамат Данилович, ну что ж, я думаю, что мы обязательно в свое время продолжим очень интересную беседу, потому что вопросов много, все-таки в рамках одного интервью, я думаю, что, может быть, для сегодняшней серии достаточно. Очень интересно все, о чем вы говорите. Собственно, вот этот вопрос, я для себя самое главное, я его вначале задал, и вот сейчас мы на него ответили по поводу идентичности. Поправьте меня, если я что-то упущу касательно башкирского композитора. Что такое башкирский композитор? Ну, или татарский, или любой другой, как это объяснить? То есть это человек, который именно через призму этноса, к которому он принадлежит, пытается с философской точки зрения вообще осмыслять мир, как бы получается. Да, знать историю. Через музыку. Да, знать свою историю. То есть даже если вы обращаетесь не напрямую к своему этносу, а к чему-то такому как Заратустра, все равно для вас линия, проходящая через башкирский народ, важна. Она существует. Она безусловно влияет, эти основы человеческой культуры. Они, естественно, отражаются и в жизни нашего народа, региона. Это вечный вопрос. Евразийство, музыкальной этой материи, которая движется, и вопрос добра и зла, справедливости, воздаяния. Они вечные вопросы. Будут другие поколения, я надеюсь, 5-й, 6-й, 7-й башкирский балет. Они должны ставить перед собой всегда, потому что это мучительный поиск идентичности, как вы сказали. Это самое главное, для чего мы призваны. Да. Хорошо. Дорогие друзья, еще раз благодарим всех за внимание. Азамат Данилович, очень приятно вас видеть. Я уверен, что мы продолжим обязательно диалог. Мы всех приглашаем 16 мая, 19 часов на концерт, где будет исполнена, получается, мировая премьера. Будет исполнена симфония «Заратустра» в 4 частях Азамата Хасаншина. Всех ждем. Спасибо. Всех ждем.